Все сюда. Класс. Каждому из вас я дам определенную эпоху из истории для изучения. И вопрос будет заключаться в том, какое влияние оказала ваша эра на современный мир. Сара, твоя группа будет изучать древних греков. Рави, вы получите древних римлян. Группа Дэнни получит немного трудноватое задание. У вас будут средние века. Некоторые называют их также темные века. Скукотище. Посмотрим, как вы справитесь. Да, мэм. Это и есть библиотекарь? Похоже на то. Интересно, какую связь могут иметь темные века с современным миром? Прошу прощения. Извините, что побеспокоили. Чего вы хотите? Нам необходимо узнать, какое отношение имеют темные века с современным миром. В истории никогда не было эры с подобным названием. Не трожь. Это бесценно. Полагаю, что кто-то забил вашу голову пресловутой нелепицей. Тысячи пустых лет, черная дыра в истории. Я прав? Да, почти. Ну вот, всегда одно и то же. Люди привыкли думать, что та эпоха была полна лишь разрушений, болезней, уничтожения достижений цивилизации, и что не было там ни одного сколь-нибудь полезного изобретения. Не правда ли? Ох, нет, нет, нет. Идите отсюда. Простите, что побеспокоили. Да ладно вам, все же и так знают, что древние греки и римляне и есть изобретатели всего. О, так они и изобрели. Вы уверены в этом? У меня для вас что-то есть. Вижу перед вами трудная задача. Полагаю, я мог бы вам помочь. Следуйте за мной. У меня есть книга как раз для вас. Куда мы идем? Я не знаю. Давай спросим его. Извините, куда мы идем? Из тьмы к свету, мой юный друг. Из глубины на поверхность. Есть вещи, которые вам нужно знать. Помню, что оставлял ее где-то здесь. О! Вот она где. Теперь берите и смотрите. Если, конечно, осмелитесь. Что происходит? Добро пожаловать в темные века, или, говоря правильней, золотые века. Кто вы? Я Аль-Джазари, инженер и изобретатель. Кажется, что вы сказали, что это темные века. Не очень-то это похоже на что-то темное. Потому что, мой маленький друг, все дело в отношении к этой эпохе. Ведь это была цивилизация, которую уж никак не назовешь темной. Цивилизация, распространившаяся от Испании до Китая. Золотая эпоха новых открытий и изобретений. А что это за цивилизация? Мусульманская цивилизация, мой юный друг. Одни из самых важных открытий и изобретений, известные человечеству, были сделаны учеными того времени. Открытия, построенные на древних знаниях, но связанных с современным миром больше, чем
чем вы можете только представить. Например, с чем? Например, связь со всем. Надо бы это заснять. Всегда знал, что это была замечательная идея. Кто вы? Позвольте представить вам Ибн Аль-Хайсам, великий ученый, чьи идеи легли в основу создания видеокамеры. Вы создали камеру? Мои исследования в области работы человеческого глаза впоследствии привели к созданию видеокамеры. Я нашел способ передать образ на другую поверхность через маленькое отверстие в темной комнате. Позже ее назовут камера обскура. Подумайте обо всех тех изобретениях, которые были сделаны на основе этого открытия. Видеокамера, кино. Все работает по одному и тому же принципу. Осторожно! Кто это? Это мой хороший друг, Аббас ибн Фарнас. Он тот, кто восторженно смотрел на небеса, веря, что человек может летать. Глупец. Да нет уж, он грезил о полетах за 1000 лет до братьев Райт. Невообразимо, что мы каждый раз садимся в самолет, даже не вспомнив при этом Аббаса ибн Фарнаса. Разойдитесь! Я скоро взлечу! Он забыл одну вещь. Хвост. Очень важен для приземления. О, моя спина! Не найдется ли там хорошего доктора? Кто-то звал меня? О, мой старый друг, почему бы тебе не представиться моим юным гостям? Я Абуль-Касим Аз-Захрауи. Многие называют меня отцом Вы действительно хирургии. делали операции в те времена? Конечно. Многие хирургические инструменты, созданные мной, до сих пор используются в ваших современных больницах. Прошу прощения, больной требует моего внимания. Скальпель! Кажется, мне понадобится несколько стежков. В таком случае я воспользуюсь кошачьей кишкой. Кошачьей кишкой? Кишки животных идеальны для стягивания внутренних ран. Ваши хирурги до сих пор их используют. Извините, я должен торопиться. Кто она? Это Марьям Аль-Астраляби, одна из самых блестящих ученых того времени. Она сделала усовершенствованную астролябию. Чего? Астролябию. Они все по форме похожи на плоскую тарелку, которая умещается на вашей ладони. Используется для измерения времени и местонахождения. В наши дни его заменил компас. Наука – вещь потрясающая. Я даже и не знал, что все это было изобретено в золотые века. Это всего лишь вершина айсберга. Были и тысячи других изобретений и открытий, касающихся всех сфер человеческой жизни. По прошествии годов эти открытия и изобретения дошли до Европы. А что насчет вас? Меня? Что изобрели вы? Не хочу заниматься хвастовством, но как инженер я изобрел прибор, который, по-моему, был значительным открытием. Преобразующий вращающее движение в прямое, превращая энергию сцепления с дорогой в тягу помпового двигателя. Даже и не знаю, могла ли быть возможна промышленная революция спустя сотни лет без этого устройства. Но, думаю, мне стоит быть немного поскромнее. Но в действительности моей гордостью и славой является изумительный прибор, показывающий время. Легендарные часы «Слон». Это часы? Да. Они собраны из десятков частей со всех уголков мира. Индийские, греческие, арабские, египетские, китайские. Часы Объединенных Наций?
Это очень круто. Они реально показывают время? Ну да, конечно. Если бы не это изобретение, тысячи людей по всему миру опаздывали бы всегда и во всем. Говоря о времени, вы его не вернете. Запомните и поведайте миру, что это были золотые века. И я поведал вам о крохотной части этой эпохи, наполненной учеными и достижениями, напрямую связанными с вашим современным миром. Вам следует изучить это самим. Подождите. Во! Ты это... Да, не так-то это и скучно было. Пойдемте, а то мы можем опоздать. Итак, что же вы узнали о римлянах, греках, финикийцах и промышленной революции? Они все имеют большое отношение к нам сегодня. А где команда Дэнни? А, вот и они. Наши друзья-исследователи темных веков. У вас, наверное, ушло уйма времени в поисках хоть какой-нибудь связи с современным миром. Вообще-то, мисс, это не совсем правда.